Уважаемые жители Республики Коми, добрый день. Сегодня очень насыщенная повестка. Много было интересных и встреч, и пресс-конференций. Я докладывал Владимиру Владимировичу Путину, поэтому сейчас обо всем расскажу. Сначала, как всегда, эпидситуация. На сегодня у нас подтверждено 455 случаев, мы приросли за сутки на 14 случаев, это меньше, чем вчера и позавчера, но хочу сразу сказать, что это не значит, что завтра может снова не прирасти. Это, как я и говорил, этот цикл, он может продолжаться еще до 30 апреля, пока мы не выйдем на пик. Также под медицинским наблюдением находится 4246 человек. Как я и говорил, они под активным наблюдением, по ним это обход врачей, это медикаментозная терапия и так далее. Вот самое главное сегодня — это доклад посредством видеоконференции президенту страны Владимиру Владимировичу Путину о ситуации в республике. Я подробно рассказал о том, какая ситуация сегодня, назвал цифры, рассказал, как мы готовим сегодня и перепрофилируем коечный фонд, как мы готовим дополнительный медперсонал, проводя дистанционное обучение врачей и среднего персонала. Ну и, конечно, рассказал о том, что мы столкнулись с большими сложностями, в отличие от других субъектов. У нас нет возможности дополнительных в виде воинских частей, у которых есть большие госпиталя, или федеральных учреждений, у которых есть большие клиники. То есть, по сути, мы один на один, ну, кроме того, что, конечно, идет массированная помощь со стороны Минпромторга, и Минздрава, и ФМБА России и так далее. Но, тем не менее, все-таки мы вынуждены перепрофилировать и разворачивать койки собственные, только республиканские. В связи с этим я попросил Владимира Владимировича дать разрешение о подготовке медицинского задания на строительство нового современного республиканского инфекционного центра или центра по лечению инфекционных болезней. Владимир Владимирович одобрил эту инициативу и дал разрешение на подготовку такого медико-технического задания. Уже сейчас, после пресс-конференции, после видеоконференции я дал поручение своим помощникам, чтобы такое медико-техническое задание готовили. Сегодня прошла первая пресс-конференция с большим количеством СМИ. На самом деле был очень, на мой взгляд, заинтересованный такой живой разговор. Было действительно очень много вопросов по существу, по делу. Ну, надеюсь, что это был такой взаимно важный разговор и в первую очередь для меня. Точно совершенно такие пресс-конференции будем проводить. Подумаем, насколько они должны быть часто или редко, но точно они должны быть по мере того, как будет накапливаться информация, которую нужно будет и мне вам доложить, и вам обратной связью задать мне вопросы. Как я и говорил, очень сложное решение, связанное с не открытием весенней охоты. Еще раз поясню. Вот очень было сложно принять его. Изначально прекрасно понимал, решение непопулярное. Решение, ну, собственно говоря, можно было просто пойти по течению поплыть. Почему я принял это решение все-таки не открывать весеннюю охоту? Вот объясняю. Во-первых, нельзя принять полумеру. То есть мне говорили, писали и подсказывали, что давайте сделаем только для жителей республики. Нельзя этого делать. По законодательству российскому мы не можем ограничивать въезд и перемещение граждан Российской Федерации. Тем более, что у нас не закрыта республика, границы открыты, поэтому нельзя делать, и полумера тут не проходит. Понятно, что я это отдаю себе отчет, что, наверное,
кто-то из местных жителей, там где-то на севере, наверное, пойдет и все-таки будет охотиться, понимая, что это, ну, в общем, нарушение законодательства, и призывая этого не делать. Все-таки с пониманием отнестись. Я не вам запретил эту охоту, да, и не вам запретил эту весеннюю охоту как жителям, коренным жителям, а опять же, понимая, что приедет много тысяч людей, и среди этих тысяч точно будет человек, несколько человек, которые принесут дополнительный источник коронавирусной инфекции на территорию. И мы еще будем дополнительно получать очаги, и в этих очагах не исключено, что пострадают ваши близкие, пострадают тяжело, вплоть до смертельного исхода. Вот исходя из этого, я и принимаю такое решение. Понимаю и второе, что запрещая, вот, не открывая охоту, охотничьи хозяйства терпят от этого финансовые издержки. Поэтому я дал поручение правительству республики проработать вопрос и найти механизмы восполнения. Мы досконально эту тему проработали. Речь идет примерно где-то о 7 миллионах выпадающих доходов вот у охотничьих хозяйств. И вот такое поручение о том, чтобы не оставить один на один и найти решение, такое поручение я дал. Точно, совершенно решение найдем. Еще одна тема. Сегодня Страстная пятница, у нас завтра суббота и Светлое воскресенье. Конечно, еще раз хочу обратиться к верующим. Есть патриаршее неблагословление в этот раз посещать храмы. Благословил патриарх посещать храм только церковнослужителям и тем, кто работает в храме. Тем, кто работает на клиросе. Поэтому, уважаемые жители, режим самоизоляции прошу соблюдать. Конечно же, этот вот Светлое воскресенье встретить дома, помолиться дома. Ну и все, что возможно по видеотрансляции посмотреть и порадоваться вместе приходу Светлого воскресенья. Я сегодня заканчиваю. На мой взгляд, сегодня был действительно крайне важный и для меня, и для республики день. Даже хотя бы потому, что президент дал поручение готовить вот медико-техническое задание под новый центр инфекционной болезни. Это очень серьезное и важное решение. Будьте здоровы, до завтра. Завтра в очередной раз увидимся, и я вам расскажу о субботнем дне. Всего вам доброго. Будьте здоровы.